Дорогие мусульмане, чем больше предателей нашей уммы преклоняются перед этими тагутами, тем больше они издеваются над мусульманами. Чем больше эти рабы восхваляют этого тагута, тем больше они издеваются над мусульманами. То, что произошло в пятницу вчера, инцидент в Московской области, в мечеть зашли, не скажу даже люди, это грязные свиньи, с закрытыми лицами, обувью, припугали те люди, которые пришли поклоняться единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Это грязные люди. Те люди, которые наши духовное управление, имеется в виду, наши, когда я сейчас говорю, Кавказа, и даже, скажем, наши, так называемые, мусульманские духовное управление, будут это татарское, башкирское, дагестанское, чеченское, разницы нет. Все они восхваляют этого тагута, считают это армией, которая защищает мусульман, и вместе с ним воюет против врага этого тагута, называя его джихадом, считая тех людей, которые там умирают шахидами. Этот тагут даже их людьми не считают. Заходит в мечеть мусульман, мечеть заходит обувью, издеваются над ними, ходит гордливо, эта свинья ходит гордливо за то, что в руках оружие, с закрытым лицом, и переходит перед мусульманами за то, что, чтобы остановить, чтобы неправильную руку он сделал, чуть ли он не вытащил оружие и застрелил человека. Вот эти люди, и вы их называете защитниками каких-то ценностей, защитниками мусульман. Да, имам Махачкалинской мечети выступает, Путин является самым главным защитником ислама и мусульман. И также выступает днем и ночью, не уставая, муфти и все его работники. Убивает мусульман, глаза закрывали, вы не видели за пределы России, что делает Путин. А сейчас внутри России, прошлую пятницу, одном мечети, прошлый раз одном мечети, сейчас в другом мечети. Повод проверить документы. Документы проверять можно на улицу, не так издеваться над молящимся. Пока они не стали преступниками, пока они невинные, заходят, издеваетесь вы с ним. Не проверили документы, издевательства над исламом и мусульман. Они свое дело делают, как Аллах в Коране говорит. Это то, что их не дела, но то, что их в сердцах скрывает, еще хуже. Это Аллах нам говорит. То, что их в сердцах скрывает, хуже. Еще хуже, когда это рабы преподносят этих свиней, что это защитники ислама и мусульман. Это самое худшее. Вот этих солдат, вот этих пехота Путина. Конечно, преподносят, потому что сам тоже является таким. Когда этот грязный свинья, который, не знаю, он когда моет ноги, упрекает мусульман за то, что они ноги моют, раковин. Какая разница, ноги тоже мои, которые день мусульмане минимум один раз чистит. Максимум, может, сколько раз, ну, большинство мусульмане минимум, большинство мусульмане 5 раз моют свои ноги в день. Могут быть некоторые 2-1 раз омовение остается, но большинство мусульман минимум 5 раз моют ноги. Вы свое лицо не моете так. Свой рот так столько не полоскаете, как мы, мусульмане, моем свои ноги. Здесь напоминается та история, когда имам Шамил пошел на переговоры с русских, когда зачем вы пришли, когда они ответили, мы пришли к дикарям, и показать вам цивилизацию. Шамил позвал своего солдата и говорит, сними обувь, покажи свои ноги. Были чистые за то, что делали омовение. Блестели, чистые. Когда русского солдата вытащили, воняли и грязные, тогда Шамил им сказал, вы хотите нам учить цивилизации? Эта история напомнила, когда эта грязная сестра говорит, вы ноги моете там. Какая разница, лицо тоже мое, ноги тоже мои. Извините за выражение, мусульмане задницы больше моют, чем свое лицо. Чем вы свое лицо. Каждый раз, когда они ходят в уборную. Из-за этого
иннамаль мушрикуна наджас. Поистине мушрики являются грязными. Аллах их назвал грязными. Другого имя им нету. Удивительно. Алхамдулиллах, ревностные многие мусульмане выступили. И блогеры, и другие выступили. Обратились к этим свиньям. И объяснили им, как мусульмане чистят, и бывают чистыми. Но некоторые из них, так называемые защитники ислама, так называемые какие-то проповедники, выступают и говорят: обращаюсь к верховным лидерам. Если уже верховный лидер Путин ты называешь, значит уже лучше не обращайся. И говорит, он приехал в Дербент и отозвался от мусульман хорошо. А ведь эти люди, говорят, портят имидж. Субханаллах. Как говорится, арабская притча. Не смотри то, что говорит его язык, а смотри то, что делают его руки. Вот эти все грязь, то, что делается против мусульман, это лидер их Путина, он сам делает. Неужели ты такой тугодум, что Путин, думаешь, не знает эти вещи? Обращайтесь к нему. Вы жалуетесь волку, что защищать свои овцы? Валяязу биллях. Это люди. Зная, что они такие грязные люди. Вы напоминает много историй, когда видишь, что творят эти свиньи с мусульманами, а как мусульманские так называемые лидеры, в кавычках, муфти Дагестана, стоял вместе Абдуллатиповым, а Хулго, в том месте, которые пали шахидами дагестанцы, защищая свою родину. Что там говорит муфти? Ему дали листок, читает оттуда. Что он говорит? Глубоко убежден, что искреннее примирение и уважение к прошлому, к совместной общей истории, к доблести наших предков, муридов имама Шамиля, к чести и мужеству русских солдат, к чести и мужеству русских солдат, исполняющих свой воинский долг, это прочный фундамент для истинно дружеских отношений между дагестанцами и русскими, Дагестаном и Россией. Он восхваляет российских солдат вместе с шахидом, их тоже восхваляет. За что? За то, что они пришли, что выполнить гражданский долг. Валяязу биллях. Благодарит российских солдат, муфти, за то, что они выполняли их, считают они мужественными, свой гражданский долг. Солдат для них почет дает. Аллаху Акбар. Таким примером должен тогда тоже их восхвалять те мушрики, курайшитские мушрики, которые были Абу Джахль и другие, которые вышли против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Их тоже скажи, они защищали свою честь, скажи, они вышли выполнять свой долг перед курайшитом, за то, что их имущество отбирают. И также тогда мы все должны восхвалять, россияне должны восхвалять, и вы должны вместе с ним восхвалять Гитлера, за то, что гитлерских солдат, немецких солдат, которые пришли в Советский Союз и уничтожили, их должны восхвалять и благодарить их за то, что они выполняли свой гражданский долг. Как вы хотите преподнести это грязную работу, то, что Россия сделала в Кавказе, красиво? Они выполняли гражданский долг. Они выполняли гражданский долг, изнасилуя наших сестер. Они выполняли гражданский долг, изнасилуя наших матерей. Они выполняли гражданский долг, убивая наших детей. Валяязу биллях. Потом этот человек себя называет мусульманином. Как же далеко между исламом и тобой, который эти слова сказал, как далеко между Машриком и Магрибом от востока до запада. То, что ты преподносишь традиционный ислам, это не ислам. Это не тот ислам, который принес Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Никогда ислам нас не призывает восхвалять своего врага. Если не можем защитить, хотя бы не будь его рабом. Хоть защищайся. Хоть показывай, хоть лицом недовольствие, то, что они делают. Нет, обращаются, наш лидер, такой-то верховный лидер, посмотри на этот инцидент. Валяязу биллях. Всегда те люди, которые делают грязные вещи, им не нравится, когда другие делают хорошие вещи. Они хотят, все были такие же. Проститутка всегда хочет, чтобы все люди, женщины были проститутками, чтобы его никто не упрекал.
И также вот эти грязные люди, которые не моют ни свои ни задницы, ни ноги, они упрекают мусульман за то, что они моют лицо, руки и ноги и стоят перед Аллахом чистыми. Этого они не хотят. Они никогда не будут вами довольны, как Аллах в Коране сказал: «Валан таруда анкал яхуду, валан насара хатта таттабиа миллатахум». Как бы вы ни пригинались, как бы мы им не восхваляли их, они не будут довольны вами, говорит Аллах. Аллах говорит, не только какой-то историк, не какой-то знахар, не какой-то устаз или кто-то другой. Аллах говорит, иудеи и христиане не будут вами довольны, пока вы не будете идти за их религией. Пока вы не будете следовать за ними, принимать их религию. Иначе, как бы вы ни старались, они довольны вам не будут. Как бы вы свой ислам не назвали традиционным, как бы вы ваших врагов не назвали вахабитами, салафитами, хариджитами, как бы вы их ни называли, вас не будет любить этот тагут, пока не будете следовать их религии. Как бы вы ни старались, они издеваются над мусульманами, вы молчите. И обращайтесь к этому человеку. Пусть Аллах, субханаху ва та'аля, накажет этих людей, кто дал приказ этого делать, кто это сделал, их лидеров, из мусульман, кто считает их лидерами. Пусть Аллах субхану та'аля уничтожит их. Аллахумма ансур ислама валь муслимин. О Аллах, дай победу исламу и мусульманам. О Аллах, уничтожь врагов ислама и мусульман. О Аллах, сделай нас защитниками ислама и мусульман. О Аллах, дай нам, всем мусульманам, понять Твою религию, как хотел Ты и как преподнес нам его Твой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Амин. 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 Вальхамдулиллахи раббил аламин.